Настоящий мужчина никогда не пойдет за трусом, и это естественно. Когда-то правитель, начинавший войну, сам открывал ее двери. Александр Македонский шел впереди своей армии. Цезарь делил походы со своими легионами. Ганнибал переходил Альпы вместе с солдатами. Наполеон находился там, где решалась судьба его войска. Они понимали древний закон. Если посылаешь людей навстречу смерти, сам не прячься от нее. Ты начал войну, значит рискуй вместе со всеми. В нашу эпоху одними из последних, кто сохранил этот закон, были чеченские президенты и командиры. Аслан Масхадов не руководил войной из далекого дворца. Абдул-Халим Садулаев не скрывался за границей. Доку Умаров, Хамзат Гилаев, Шамиль Басаев, Ахмед Авдарханов и другие чеченские президенты и командиры находились там же, где их люди, в лесах, в горах, в окружении, под теми же пулями. Именно поэтому за ними и шли. Чеченцы не пошли бы за трусом, за Масхадовым, Гилаевым или Басаевым. Никто не пошел бы, если бы они сами не шли впереди своей армии. Настоящий командир первым входит в огонь и последним требует жертвы от других. 31 января 2000 года при выходе из осажденной чеченской столицы чеченские воины должны были пройти через минные поля. Ночь, зима. Стреляют из всех орудий, что есть у России по этому коридору. Вплоть до запрещенными международной конвенции кассетными бомбами, игольчатыми бомбами, шариковыми бомбами, фосфорными бомбами. В этой ситуации чеченские командиры принимают решение первыми идти на минные поля. Там теряет ногу Шамиль Басаев, там погибает Лечи Дудаев и другие чеченские командиры. А теперь хочу спросить тех, кто сегодня идет воевать за лидеров, сидящих в кабинетах и бункерах. Вам не стыдно идти воевать за трус? Кто затеял эту войну, он ничем не рискует. Он и его окружение. Они богатые люди, миллионеры. У них есть яхты, виллы по всему миру. Хватит их детям, внукам и правнукам. А что есть у вас? На днях вижу, одного награждают, без рук и без ног. Медальки ему повесили. Как только камера выключится, все, про тебя забудут. Ты никому не нужен. Ты не нужен даже своим родным и близким. Ты всю жизнь будешь обоза. Ты всю жизнь не сможешь даже сам подтираться. Потому что вы пошли воевать за труса, за интересы богатых людей. Вы идете туда без лидера. Вас как стадо баранов туда гонят. Экономически довели до нищеты. И вы сейчас за гроши идете туда воевать. Хотя живете в самой богатой стране мира. И армией вас назвать нельзя. На сегодняшний день российская армия — это как огромный большой штрафной батальон. Не отстегнете своим командирам львиную долю. Вас посылают на такие участки, откуда вы не возвращаетесь. Отступать тоже нельзя. Вы своего командования боитесь больше, чем противника. Ну чем не штрафной батальон? Вот если провести аналогию, с чем-то сравнить, я бы сравнил с большим стадом баранов, который управляет трусливый пастух, поставив собак без своего личного присутствия. Каждый раз, когда будете смотреть в зеркало, помните об этом. Вы конченые трусы. Вам легче на чужой земле убивать женщин и детей, чем сказать своему хозяину «нет».